Зачитывать свое личное произведение впервые перед публикой для многих очень волнительно, тем более, что нужно не только представить свое творение на суд зрителей, но и прочитать его выразительно с интонацией, чтобы затронуло сердца. Начинающие авторы пишут не только на русском, но и ингушском языке. Чаще всего поэты затрагивают темы любви к родине, к матери, родному народу, порой встречаются в стихах и философские мысли. Вдруг посыпется их целый том, и я не статуя, я лишь статуэтка. Под монетками я погребен. До старта и жадный стервятник обгладает всю душу мою. Региональный конкурс молодых авторов и чтецов «Золотое перо» проходит впервые. Он привлек к участию около 70 молодых людей. После первых двух отборочных этапов до финала дошли 36 студентов ингушских СУЗов и вуза. Причем это учащиеся факультетов различных направлений. Основная составляющая – это, конечно, профиль филологический, филологи участвуют в конкурсе. Но нас порадовали студенты и медицинского факультета нашего университета, и факультета экономики, химики были представлены в работах. Так что студенты радуют своими творчествами. Заключительный третий этап определит победителей в двух номинациях – начинающий автор и лучший чтец. Перед последними стоит задача зачитать стихи ингушских и российских авторов, выбранных по своим предпочтениям. Главное – сделать это максимально выразительно и эмоционально. И в чужестранные идеи мы словно в омут с головой, но мы лишь пешки для затеи, не видим истинных врагов. Так надо нам освободиться от словоблудия и лжи, а наша сила лишь в единстве и в милосердии души. Наряду с предстоящей сессией к конкурсу готовилась основательно и студентка второго курса филфака Хатимат Истоева. Девушка хоть сама никогда не писала стихи, но очень любит поэзию. На конкурс она представила стихотворение ингушского классика Герихана Гагиева. Это стихотворение на ингушском языке, про ингушский язык. Выражает всю любовь к нашему языку. Это очень красивое стихотворение на самом деле. Для участников конкурса есть несколько бонусов. Их стихи будут опубликованы в журнале «Литературная Ингушетия». При поддержке ректора университета также планируется выпуск специального сборника стихов участников и победителей конкурса. Он будет доступен в научной библиотеке университета. В качестве жюри приглашены поэты и дикторы республики. Именно они решают, кому будут вручены кубки и дипломы. Кроме того, победителям подарят авторские книги. Когда ты видишь, что тот или иной студент или учащийся, он пишет от души, а не для того, чтобы рифмовать. Это видно, конечно. И о республике, и о народе, и о тех людях, которые ему близки. Там виден талант. Несомненно, талант виден. Участники конкурса «Золотое перо» объединятся в поэтический клуб, целью которого станет пропаганда ингушской национальной культуры, поиск молодых талантливых поэтов и писателей для дальнейшего продвижения их творческого потенциала и организации встреч с творческой интеллигенцией. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.